В Алтумане прошли парламентские слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду отделяющихся частей космических объектов в районах падения, расположенных на территории Якутии. Мероприятие стало своего рода итогом череды общественных слушаний, проведенных в Республике Роскосмосом в течение последних 3 месяцев. В краткой вступительной речи статс-секретарь Федерального космического агентства Денис Лысков еще раз рассказал о том, какие задачи ставятся перед Роскосмосом в связи со строительством космодрома «Восточный», как и когда планируется провести первый пуск и на какие орбиты будут запускаться космические аппараты. Первый пуск и та трасса, которая будет использована для первого запуска, она пройдет на территории Республики Якутия. Космический аппарат уже определен, это фактически научный аппарат, изготовленный студентами МГУ. Эти районы, которые у нас сейчас выбраны и проходят утверждение по экологической экспертизе, смещать их дальше уже просто невозможно. Да, их можно только уменьшать. Но это вопрос не сегодняшнего дня, а после набора определенной статистики, когда мы начнем работать по данной траектории. Конкретными результатами работы, которая проводилась специалистами Роскосмоса в течение последних 2 лет, стали смещение крайней границы района падения номер 985 на 18 километров по просьбе жителей села Килюкянь, включение в договор между правительством республики и Роскосмосом пункта об обязательной этнологической экспертизе, снятие фоновых показателей всех природных сред для проведения дальнейшего экологического мониторинга. Ракета состоит из 3 ступеней. Первая ступень у нас падает в Амурской области, Хабаровском крае. И вторая ступень и головной обтекатель как раз нас интересуют в первую очередь, так как они будут предположительно падать на территории Республики Саха-Якутия. В качестве топлива используется керосин, кислород, источников радиации нет и не будет. Перспективные носители, которые мы рассматриваем для космодрома «Восточный», они также будут в составе горючего содержать кислород и керосин. Никаких других компонентов мы не предполагаем. Но самое главное, что сегодня не просто обещает, а гарантирует Роскосмос, это то, что в впускаемых с Восточного ракетах-носителях не будет токсичного гептила. У нас ракета в данном случае использует только керосин либо нафтил. Все, больше ничего нет. Свои вопросы представителям Роскосмоса задали народные депутаты республики. В основном они касались экологического мониторинга, компенсаторных выплат, возможности аварий и их последствий, участия Роскосмоса в социально-экономическом развитии районов Якутии. Учитывая труднодоступность населенных пунктов, готовы ли вкладываться Роскосмос, готовы ли вкладываться в развитие инфраструктуры, именно транспортной инфраструктуры этих населенных пунктов? Роскосмос является федеральным органом исполнительной власти, мы оперируем только бюджетными средствами, и правила его расходования, они уже определены законодательством. То есть это целевые деньги, которые мы можем по просьбе населения направлять на другие цели. Непосредственно то, что касается поддержки, помощи, мы ее оказывали. В том числе это тоже были вопросы, связанные со связью. Да? Мы в прошлом году сделали несколько обращений в компанию Билайн, которая обеспечивает сотовой связью ряд населенных пунктов, для того, чтобы они улучшили качество связи, которое будет связано и поможет нам для более оперативных работ по поиску и эвакуации обломков. Участие в слушаниях приняли и противники пусков. Как выяснилось, свои позиции они не изменили, несмотря на информационную работу, проведенную Роскосмосом. Падение фрагментов ракет теряет полную тяжу. Экологическая стабильность нашей региона и, возможно, разразительная экологическая катастрофа. Специалисты-экологи, также присутствовавшие на слушаниях, отметили тот факт, что в этот раз Роскосмосом представлены более подробные материалы по использованию районов падений. Такие мероприятия надо приветствовать, что люди не остались один на один с каким-то в данном случае достаточно серьезным ведомством, а что на уровне высшей власти республики этим вопросом занимается, пытается найти какие-то решения. Это, говорю еще раз, очень хорошая тенденция, да, будем надеяться, что это будет продолжаться. Несмотря на бурную дискуссию, организаторы слушаний считают, что разговор состоялся. Все равно продолжает оставаться какое-то недоверие у общественности. Мы стараемся максимально возможно использовать такие площадки для ответа на вопросы. В любом случае остаемся открытыми, готовыми к конструктивному диалогу, воспринимаем правильную критику, аргументированную. Да. Тут очень много было выступлений о том, что многие вещи носят больше эмоциональный характер, а мы готовы все-таки разговаривать на языке все-таки специалистов
и готовы объяснять доходчиво для населения, если есть вопросы, все такие вот проблемные сюжеты, которые возникают у них по ходу вот ознакомления с материалами, которые мы представляем. Возможно, в прессе какие-то вещи появляются. Мы, как Роскосмос, всегда готовы оказать максимальное содействие. Я считаю, что у нас состоялся хороший и конструктивный разговор, плотное общение. Мы, значит, в своих рекомендациях первым пунктом обозначаем о том, что правительству можно подписывать какие-то договора только в случае наличия положительных заключений государственной и этнологической экспертизы. Это очень важно. Вот только в том случае, если мы будем уверены в том, что для нашего населения и для нашей экологии, значит, не будет никакого вреда и ущерба. Только в этом случае. Будем надеяться, что первый запуск и первые мониторинговые исследования, проведенные в декабре 2015 года, покажут, что экологическая экспертиза не ошиблась, и оценка воздействия на окружающую среду, проведенная Роскосмосом, действительно в рамках тех требований, стандартов, которые применяются в экологии. Точку во всех спорах поставит заключение государственной экологической экспертизы и первый пуск, который намечен уже на декабрь этого года. Галина Мазалевская, Иван Тайтонов, Туяра Харитонова, ИСИА.